Ирона вот райда изына. Антона автоирона вахашин магундарна узна, что и так-то кагаган на невжакан ябон кудам была авто амонын ябон намау у кушам в царидар хапаун каменкайрбасы дишту кайшак как кутат автон кажется сма ахам бун ахам жары ахам фарштама бирадам нербасаузан има кай важу мадалона жак якшматал кай кудыканут ама ус кудытам абон бай кушимма что аны хашкан макай басы дишту осарам он бирот ир кудыкуттун куд аражун абонма нахаш чижуна дуаж ражма ищи шмахайда удает хцак фемболды асы сентропей хцак ахам нахаш намравади дуаж ражма садарфаштатар азыр там садарплан кой акот там дуажы а басыди ама ана азамат автожега бул разурам Омасы ивдиматтар сидиш сынок хабартаиш мана иронавжак ама на авжак жуавары ана уис ивдиматтар сидиш ама сеплантаиш с кадам турнам кадам савам ави кадам нахаши на фандак удатто. Я начну с небольшого такого логического анализа той темы сегодняшней встречи, которую я задал. То есть языковая ситуация в Осетии, тенденции развития. Дело в том, что вот в этом названии есть один термин, одно слово, который, на мой взгляд, носит дискуссионный характер. Это последнее слово в этом словосочетании, в этой фразе. То есть развития. Насколько действительно мы сейчас можем говорить о том, что языковая ситуация в Осетии имеет тенденции развития? Языковая ситуация никогда не бывает застойной, она никогда не стоит на месте. Дело в том, что язык – это форма культуры. А как известно, культура имеет только два состояния. Культура может или развиваться, или погибать, умирать. Стагнации в культуре не бывает. Стагнация – это уже предсмерть. Поэтому давайте проанализируем не только в контексте или в диапазоне двух истекших с прошлой встречи лет, тем более, что не все были и не все, возможно, наверняка не все видели нарезку видео той встречи в интернете. Давайте сначала разделим исторические этапы. Дело в том, что в настоящее время Осетия находится, на мой взгляд, и осмелюсь утверждать профессиональный взгляд, поскольку моя докторская диссертация защищена именно по социолингвистике, то есть по науке, которая занимается особенностями языковых ситуаций и языковой политики. И совершенно уверенно сейчас могу сказать, что сегодня Осетия находится на
точке, которое суждено стать точкой или возврата, или точкой невозврата. Точка, конечно, это не локализуется в 2016 году, она немного шире, она может охватывать с десяток лет, но не более того. То есть, если в течение ближайших лет не будут предприняты совершенно четкие, грамотные, научно обоснованные, сверенные с опытом мировой языковой политики шаги, то мы действительно пройдем точку невозврата. Осетинский язык уйдет. Это займет 2, может быть, 3 поколения. Но этот процесс уже будет не остановить. Дело в том, что существует определенный минимум носителей языка, который может обеспечить его функционирование, его существование. Причем этот минимум носителей, он, скажем так, еще членится на профессиональные сферы, то есть люди, занятые в сельском хозяйстве, и люди, проживающие в сельской местности, имеют намного меньше шансов оказать влияние на сохранение языка, чем даже меньшее количество его носителей, но занимающихся другими сферами социальной жизнедеятельности и проживающими в центрах культурной, административной и политической жизни данного народа. То есть чем больше удельный вес осетин, не говорящих на родном языке в городе Владикавказе, в городе Беслане, Ордоне, Моздоке и так далее, тем меньше шансов на то, что осетины, продолжающие говорить на своем родном языке в Хазнедоне, в Владигаре, в Алагире, могут оказать решающее влияние на то, чтобы повернуть ситуацию вспять. Последние исследования по динамике владения осетинским языком в возрастных категориях показывают, что если 4 года назад в городе Владикавказе из 10 первоклассников осетинской национальности, впервые пришедших в школу, на тестировании 2 человека показали относительно хорошее владение родным языком, то есть 20%, 2 человека из 10, то сегодня эта ситуация еще хуже. Это вот буквально в начале этого года. Это собеседование проводится даже не с социолингвистической точки зрения, а с методической. Дело в том, что во всех школах происходит собеседование по родному языку с тем, чтобы правильно определить, в какую группу посадить ребенка. В группу для изучающих осетинский как родной, как первый язык, или изучающих его как второй язык, то есть не владеющих осетинским языком. И в рамках этой процедуры и выявляются эти цифры. Ситуация в Беслане 4 года назад показывала 40% владеющих, 60% 7-леток осетинской национальности не владели осетинским языком. Сейчас этот процент достиг 20, я имею в виду 20% владеющих только. Но даже если не брать районные центры и Владикавказ, достаточно посмотреть на ситуацию, которая происходит сейчас в Ногире. Значит, когда мы попытались организовать обучение на осетинском языке первоклассников в Ногире, то столкнулись с утверждениями родителей, что их детей невозможно учить на осетинском языке, потому что они не владеют осетинским языком.
Первая мысль: нас пытаются обмануть. Просто не хотят, чтобы детей учили на осетинском языке. На поверку все подтвердилось. Дело в том, что, во-первых, многие родители возят не только из Нагира, а из ближайших населенных пунктов своих детей в детские сады во Владикавказ. Более того, дети полностью переходят на детсадовский язык общения, даже если они остаются в своих населенных пунктах. Как известно, основным, во многих случаях единственным языком общения остается русский язык. Дети, усвоившие в рамках, в недрах осетинской семьи в первые годы своей жизни осетинский язык и говорящие только на нем, через месяц, через два после выхода в детский сад переходят на русский язык и приносят его как язык общения в свою семью. Что в этой ситуации было предпринято для того, чтобы повернуть направление развития ситуации? Для того, чтобы построить алгоритм, который бы вел к возрождению языка. К сожалению, я хорошо знаю позицию как минимум двух предыдущих руководителей нашей республики, которые были убеждены в том, что развитие языка – это вещь в себе. Это вещь, которая не позволяет осуществлять какое-либо внешнее вмешательство. Что раз уж язык начал деградировать, начал уходить из общества, то такова его судьба. Значит, мир такой, глобальный, и в глобальном мире не только такие малые языки, как осетинский, но и более крупные будут страдать, уходить на второй план, вымирать и так далее. К сожалению, не удалось за все эти годы довести до их сознания, попытки такие предпринимались, о том, что существует особый вид государственной деятельности, который называется государственная языковая политика. И даже если государство не проводит какие-то меры, не предпринимает какие-то меры в этой области, это не означает, что оно, государство, не осуществляет государственную политику. Оно осуществляет ее, скажем так, методом умолчания. Как правило, это означает, что эта политика направлена на сохранение существующей языковой ситуации. Когда-то в одном из интервью я назвал этих людей как наших сограждан, которые для себя уже похоронили осетинский язык. И исходя из этой своей жизненной позиции в отношении этого вопроса, они и бездействуют. Более того, разговоры, увещевания, убеждения в том, что нужно создавать в современном виде национальную школу, что это главный инструмент сохранения языка, что нужно создавать национальное телерадиовещание, которое должно создать дополнительный информационный осетиноязычный поток, в который бы погружался ребенок, что нужно принимать закон о языках, о государственных языках республики, в котором бы регламентировались в том числе
и обязанность владения обоими государственными языками, государственными и муниципальными служащими по роду деятельности, обязанными общаться на любом из государственных языков с ходатаями, с заявителями. Все эти попытки упирались в высокую, непреодолимую, крепкую стену, без всяких, кстати говоря, объяснений. Просто это все спускалось на тормозах. Я помню, как на одной из конференций, которую мы организовали по этому вопросу и пригласили руководителя республики, тогдашний руководитель парламента в кулуарах язвительно произнес после окончания конференции: ну что, выпустили пар? К сожалению, еще одним подтверждением отношения осетинского государства к своему национальному языку являются итоги деятельности специально созданной комиссии. В 1998 году, в 1997 была создана комиссия по сохранению и развитию осетинского языка при главе республики, тогда при президенте, потом при главе республики. На предпоследнем заседании этой комиссии, будучи ее членом на протяжении нескольких последних лет, я задал вопрос всем присутствующим и предложил попробовать сформулировать, что за 20 лет своего существования комиссия в итоге добилась. Что комиссия смогла изменить в положении осетинского языка. Вопрос имел значительные последствия, но не для осетинского языка, а для меня. Не очень радует развитие языковой политики и в южной части Осетии. Дело в том, что там принят закон о государственных языках, в соответствии с которым государственными языками независимого государства Южная Осетия объявлены два: осетинский и русский. Изначально было очевидно, что принятие закона в такой редакции ничего не даст осетинскому языку. В реальности население республики и чиновничество республики исходит из простых житейских рассуждений. Нашим детям осетинский язык улучшать или углублять их знания не нужно. Они и так прекрасно владеют осетинским языком. Но учиться они будут, как правило, в России. Более того, даже если они будут учиться в Цхинвале, язык обучения в Юго-Осетинском государственном университете, как известно, тоже русский. На всех факультетах, кроме факультета осетинской филологии. Социальное будущее своих детей люди связывают с Россией. Соответственно, исходит из необходимости хорошего, качественного владения русским языком. Таким образом, субъективное стремление к отодвижению осетинского языка на второй план и
постановки основного акцента на улучшении знания русского языка, субъективное стремление, желание родителей, оно находит отклик и в бездеятельности юго-осетинского государства в реальном воплощении статуса двух государственных языков. Абсолютное большинство документов выходит и готовится на русском языке. Делопроизводство осуществляется исключительно на русском языке. Все попытки части юго-осетинской интеллигенции поставить вопрос о необходимости выравнивания, по крайней мере, ситуации, приводят к игнорированию этого запроса.